К зиме в ГУПе Орджоникидзе готовы на все 100%. С полей они собрали достаточно урожая, чтобы обеспечить сытую зиму животным. Плюс запасной фонд в 15%. Для этого в прошлом году в ГУПе засеяли около 80 гектаров озимых культур. Собрать удалось 185 тонн пшеницы и 80 тонн ячменя. Малую часть отправили на реализацию, остальное оставили на подготовку корма. Сейчас зерно проходит сушку. Для кормов мелкого и крупного рогатого скота было приготовлено всего пшеницы 110 тонн, овес 70 тонн. И, естественно, переходить на силос. И силос вот заложен мясо лежит где-то 1800 тонн. Параллельно с заготовкой комбикорма агрономы подготовили 1000 тюков сена. Всего на предприятии 1500 голов мелкорогатого скота. В сутки им требуется около 6 тонн комбинированного продовольствия. Но для корма у нас проблем нету. Сейчас дай бог, чтобы все так было. В этом году мы не жалуемся. Проблем нет у нас с кормами. Даже запас у нас примерно, я рассчитываю где-то на если что-то, я всегда держу в запасе в пределах всякое. И пшеница, и овес, и солома, и сила, все в пределах где-то месяц-полтора. Я не знаю, что будет весной, поэтому я всегда держу в запасе. Овец в ГУПе Орджоникидзе закупили еще в 2020 году по поручению главы региона. Махмуд Али Калиматов ставил планы перед Минсельхозом развить животноводство в регионе. Они проживают нормально? Да, очень хорошо. Гисарская порода. Ага, щебот, да, ахр, халбар, халбар, морбар, малбас убахкул. На Украине. Бембат. Ага, выход духа есть 70%. Месяца нет, да? Да, не, 2 недели. Вот это, например. Да. 2 месяца. Приплод у предприятия в этом году составил более 700 голов. Часть из них пошла на реализацию в виде помощи малоимущим семьям на праздник Гурбаш и праздничных ярмарках. На рынках такие цены 600-650, а мы продаем по 400. Большая разница. Хоть ущерб себе ГУПу, но глава просит на эти 2-3 месяца ярмарок постарайтесь, чтобы для людей было, конечно, легче. И поэтому у нас на ярмарке очень мы оказываем содействие населению. В основном ГУП пока не реализовывает мясо баранины, чтобы увеличить поголовье до 5000 голов. Именно столько они смогут содержать в своих кошарах. Максимально достигнув поставленных целей, в год предприятие рассчитывает производить около 50 тонн мяса. В имении ГУПа бараны породы замки и полди. Это самая такая порода, которая вынослива, то есть, которую у нас наши отцы, деды, которые наши держали. Понимаете, есть сегодня бараны, конечно, можно было закупить других видов, но содержать здесь очень у нас насчет вот клещей проблема. У нас это при Советском Союзе было, и сейчас есть. А вот эта порода, самая такая порода, которая вот против стоит, и она сохранилась у нас, и против холода, против жары. Она очень устойчивая и хорошая порода. Для достижения поставленных целей предприятие планирует при поддержке Министерства сельского хозяйства обзавестись складскими помещениями для зерна. В прошлом году из-за ветхого состояния хранилищ ГУПу пришлось отказаться от своих складов. На их месте возводят Кантышевскую больницу. Кроме того, в зимний период для овец в 5000 голов необходимо около 1500 тонн комбинированного продовольствия. Адам Гулоев, Хамзат Хулухоев, Новости 24.